Друзья, вы вновь на канале «Сказы сибирского шамана». Я продолжаю преподносить образы из богатырского якутского эпоса Нюргун Баатур Стремительный. То есть Нюргун Богатырь Стремительный. Вот. В этот раз я обещал раскрыть образ Нюргуна и его рождения. Вот. Книга, изданная в советское время. Это книга на русском языке. Вот. Из нее я буду вам преподносить образы. Вот эпос начинает рассказ о рождении богатыря. Теперь расскажем о том, как родился Нюргун Баатур. Прежде рождения его, в древние времена, главари 3 великих родов сговорились брань прекратить, и такой друг другу дали обет. На трехсводных ли небесах, в преисподних ли пропастях, где б ни родился дерзкий наглец, что силой своей гордясь, взбудоражит бегущую твердь необъятно гулких небес, осмелится пошатнуть основу вселенной, опорную ось кружащихся 3 миров, обитающих 3 родов, и нарушит святой договор, то следует этого наглеца железной уздой обуздать, волшебным арканом связать, проклятию тройному предать и за дерзкое озорство осудить. И далее следует описание рождения. У великого Ай-Инга Сиэр Тайона, то есть младшего брата верховного божества якутов, чье дыхание нежный зной, восседающего на вершине самой 3-ярусных белых небес, в шапке из 3 соболей, с блистающим высоким пером, и у прекрасной супруги его, у жены властелина небес, подобные ликам своим отблеску вечернего солнца, подобные видом своим блеску восходящего солнца. Ай-Нюоральдын Хатун, родился сын богатырь. Вот, как раз это и есть рождение богатыря Нюргуна Стремительного. Непомерно тяжелое бремя свое не под силу ей было носить. Задолго до 9-лунной поры из чрева прекрасной Хатун, расторгнув утробу ее, одержимо неистовством бунтовским, выкатилось каменное дитя, звонко, отрывисто, хохоча, пронзительно крича. «Эй вы, черные плуты, лукавые псы, на выворот мыслящие лжецы, объедалы, готовые мир сожрать, судья и господа, кого вы вздумали испугать, кого обуздать, проклятию предать? Вот пришел я вам на беду, по вашему грозному я суду вброд, как по мелкой воде пройду. Растопчу я вихрем смету племя верхних Абаасы». То есть верхние Абаасы – это демоны верхнего, одного из самых низких небес. А есть еще подземные Абаасы. И вот видите, младенец, как только родился, сразу начинает дерзить всем. Вот, раздавлю жилища и очаги нижних Абаасы, то есть нижних духов зла. По ветру развею золой солнечный род Ай-Ы-Ы. Солнечный род Ай-Ы-Ы – это якуты, которые живут на земле Улунхо. Очень уж разбогатели вы, вознеслись, обнаглели вы, у пешего посох, у конного плеть вздумали отбирать. Потучнели вы, растолстели вы, растопырились чересчур, видно, с жиру взбестились вы, ох, и задам я вам. Я заставлю верхний надменный мир голосить, вопить. Я заставлю подземный мир скрежетать и выть. Я реветь заставлю вам. Средний мир
Так ногами стуча, кулаками стуча, каменное кричало дитя. Услыхав угрозы его, недра подземных бездн загудели, завыли дрожа. Нижний мир от ужаса завопил. Южный склон превратно бегущих небес встревоженно загремел. Средний серо-пятнистый мир всколебался весь, заходил, растрескался широко. Встревожились, поднялись прародичи трех родов. Старейшины, главари, заговорили они. Ну, здесь имеется в виду три рода основатели вообще народа Саха. Вот. Горе нам, братья, досада, беда, злые он изрыгает слова. Из чрева матери выйдя едва, угрожает мошенник миру всему. Видно злобный от роду нрав у него, видно мысли на изворот у него. Пусть определяет Одун-Биис, пусть повелевает Чингис-Хаан, пусть решает Дилга-Тайон. То есть это три божества, которые определяют судьбу каждого, так сказать, человека, каждого существа, пребывающего в любых мирах. Вот они призывают их, предлагают им решить судьбу этого младенца. Что если он такой дерзкий сейчас, то что вообще можно ожидать от него? А самим судить не под силу нам, судьба не подвластна нам. Пусть решают те, кому сила дана, судят те, кому власть дана. Так сговаривались главари свирепых южных небес. И старейшины подземных родов совещались между собой. Отзовемся ли недобром об отпуске соседей своих? С тяжелым дыханием богатыри, с тяжелым нравом они за обиду будут взыскивать с нас. Пусть великий Одун-Биис сам судьбу его предрешит. Тут и мы не останемся в стороне, поступим по воле своей. Так сговаривались главари подземных Абаасы. Вняв речам трех великих родов, Одун-Биис, Чингис-Хаан, Дилга-Тайон изъявили волю свою. Повелели божественно нежным 6 удаганкам, ворожеям высоких белых небес, осветительницам, отгоняющим зло от 8 двухслойных небес, полосато-извилистым вервием, чародейным арканом младенца связав, и в преисподнюю сбросить его, туда, где древние 3 железные колыбели стоят, чтоб решилось, в которую он упадет, чтоб в судилище 3 колыбелей тех определилась его судьба. Вот здесь интересно образ белых шаманок. Удаганки – это именование шаманок, женщин-шаманок у народа Саха. Видите, нежные удаганки, ворожеи высоких белых небес. То есть вот многие религиозники, да, скажем так, шаманизм относят к демоническим проявлениям. Здесь же, видите, картина совершенно обратная. Удаганки, шаманки находятся на высоких небесах, на высоких белых небесах, белых непорочных небесах. То есть они служительницы верховных божеств. И божества эти не какие-то демоны. Это светлейшие солнечные божества. Ну, можно сказать, что имена в каждом народе божеств разные. На самом деле это об одном и том же, об одних и тех же божествах. Просто они проявляются в силу определенных причин для каждого народа в своем обличии, со своими именами, на том языке, который понятен народу, которому он покровительствует. Вот. 6 божественно нежных шаманок, 6 небесных белых сестер, полосатые извилистые взяв, не рвущийся волшебный аркан. Захлестнули, связали по рукам и ногам яростное каменное дитя и вздохнули, заклятие произнеся. Трехслойный серебряный потолок высокого дома владыки небес
чуть не рухнул с крепких опор. Шестислойный каменный пол пышно украшенного жилья чуть не треснул посередине своей. 88 толстых столбов пошатнулись, едва устояв. 99 могучих подпор чуть не обвалились дрожа. Такой раскатился гром, будто огромный утес треснул под ударом грозы и рассыпался, словно камень, дресвяк. Раскололся небесный свод, облако разорвалось, зевом разъялся верхний мир. И вот из проема небес, из пролома западных бурных небес, ливень со снегом начал хлестать. Ветер завыл, засвистел, свет застилая, смерч снеговой поднимая, стоголосый вихрь закружил, загудел. Вот интересная особенность того мира древней Гипербореи, мира древних цивилизаций. Все события и процессы иллюстрировались какими-то природными явлениями. Что-то происходило в небе, что-то происходило на земле, что-то происходило в пространстве. Вот здесь пример такой, вот видите. Как только богатыря связали и произнесли заклинания, так стали происходить разные явления. Словно черные волосы, вставшие дыбом, прах земную высоту взвился, вопли, крики, неведомо чьи, раздавались в сумятице вихревой, будто разворванные в клочки, косматые шкуры огромных зверей. Клокастые тучи неслись, мчались, как черный поток, под седой вихревой каймой северных ущербных небес, там, где 9 мысов вдались, в холодный морской простор бездонный раскрылся провал. Бедное каменное дитя, рожденное на небесах, задыхаясь, плача, крича, покатилось в темный пролом по крутому склону его. То есть, видите, богатырь-то не простой Юргун. Богатырь был рожден на небесах. Значит, это был богатырь особый, с особыми составами в своем сердце. Значит, особое рождение было у этого богатыря. И силища была, видимо, такая, что мог и небеса прокинуть, и подземный мир, и все что угодно. По каменным уступам его, цепляясь ручонками кое-как, ковыляя на четвереньках ползком, удержаться пытаясь на крутизне, обрывалась, падала вниз головой, скатывалась кувырком. Все дальше и дальше вниз, цепенеющее от страха дитя, губарем пролетев, по горловине подземных глубин попала в схватывающий пищевод, в заглатывающее жерло перевала Хаан де Алыстыма. Это горный перевал, ведущий в Нижний мир. Кровь у подножия его черная запеклась. Там на огненном лоне Абаасы, на островершинной скале, что бешено кружится всегда, подпрыгивая на вертлюге своем. 3 ели железных растут, словно 3 остроги торчат на их могучих кривых корнях, торчащих из-под земли, наподобие как чистых лап. 3 железные колыбели судьбы, 3 железные рыбы подземных морей, нанизанные на рожон, бьются, подпрыгивая и дребезжа. И вот докатилось дитя и упало в одну из 3 колыбелей гибельно роковых. И поднялся злобный дух Чоркенюх, злорадно захохотал. То есть вот это вот дух страны бедствий вот, в подземном мире. То есть представляете, каково вот дитя, только рожденное практически, с высоких небес падает в подземный мир, в страну бедствий, в страну скорбей,
То есть каково этому младенцу, рожденному на небесах, несущему в себе вот эту небесную суть, оказаться в этом подземном мире. Но вот эпос, язык эпоса, он всегда особенный, он немножко аллегорический, он немножко такой гипертрофированный, ну, в смысле преувеличивающий некоторые моменты, в смысле гипербола, такой вот литературный гипербола. Но вот суть этого события можно расписать как особое состояние этого богатыря. То есть богатырь по рождению своем входит в состояние вот этого глубокой скорби, глубокого страдания, глубокого такого внутреннего переживания. Зачем это нужно богатырю? Это состояние и это пребывание в подземном мире можно как бы рассматривать не обязательно внешне, что он попал в эту страну. Он мог переживать это состояние в духе. Это, можно сказать, намек такой на духовное внутреннее состояние богатыря. В этом состоянии, это состояние называлось пассионарным состоянием. В этом состоянии богатырь накапливал свою богатырскую силу. То есть, пройдя вот этот период пассионарности, богатырь умножал свои силы, умножал свои дары, обретал то, что нельзя обрести вообще никакими способами, только пройдя вот через такое испытание, можно сказать, через такую пустыню подземную, как вот Ниргун. Отвратительное обличием своим, подземное ворожея, в косматых растрепанных волосах, голова как сарай, из ветвистых жердей, сырая от кровавой росы, крюкастые когти, дымный хвост с тройным горбом на спине. Старуха лихая, бегелюкен, в прискочку подошла, покачивать колыбельничала, мотая косматой головой, дурманя ворожбой, песенку завела. Ну и дальше вот эта вот старуха горбатая поет свою песню. Она хочет использовать дитя в своих целях, чтобы он осуществлял то, что она захочет. Вот, и текст я полностью читать не буду, это слишком долго. То есть она призывает, можно сказать, силы зла и желает богатыря обратить на свою сторону, чтобы он служил силам зла. Вот. Только песню эту пропела она. Мира верхнего главари услыхали, встревожились, заговорили матерые богатыри. Наконец, видать, народился он, беспредельной силы исполин, не к добру рождение его. Взбудоражит он верхний мир, выворотит затворы его, собьет засовы с наших ворот. Разорит он подземный мир, истребяет он срединный мир. Он дерзкий вывернет 3 кольца, что держит 3 мира в одной руке. Непоправимая будет беда, вселенная распадется тогда, светопредставление пойдет. То есть вдруг рождается богатырь неслыханной, невиданной силы, который может даже вот основы вселенной поколебать. И вселенная тогда распадется, и светопредставление пойдет. Уродился, как видно, задорный и злой, удалец, озорник и грум, Кулут Туйгун Боотур, угрожающий небесам и земле. Хаан Сабыдал Бухатыр, могущий разрушить мир. Эсех Харбыр Эркен Баатыр, чье подножие гибель и смерть. Вот эти имена богатырские, которые я сейчас перечислил, они, по сути, описывают в сравнении с возможностей и способностей Ниргуна, в сравнении вот с этими богатырями. Это все богатырские имена.
Что будет он рожден, сотворен, древнее предсказание есть. Неужто этот ребенок рожден? Не может иначе быть. Немедля должны бы решить, как его нрав укротить. Долго думали мудрецы и надумали, наконец, на железной, высокой, крутой, содрогающейся мятежной горе, не прикрепленной ничем к краю слоисто-белых небес, не опирающейся ничем на светло-белесый мир земной. Лишь клубиться могла мгла у подножия ее. Вот на этой железной горе, кружащейся, как вихрь, держащейся кружением своим, чародейной силой своей, на 8-гранном столбе блистает дом золотой. Белеет обширный двор, охранительницы небес, Удаганки Ай-Ы-Ум-Суур. Нюргун-Буатура, старшей сестры. Вот на этот двор под ее надзор в каменную несокрушимую клеть младенца перевезли, чародейным арканом его окрутив, о 39 узлах. То есть, видите, опасно было оставлять богатыря в подземном мире, потому что ворожея подземного мира могла переманить богатыря на свою сторону. Поэтому он был уверен в своей сестре, Удаганке, шаманке. Каменные клети, железную дверь поставлен был сторожить, безумолку говорящий, идол красную медью блестящий, с конскую голову величиной. Чарами Удаганки небес, погруженная в непробудный сон, покоилась в темной клете дитя, не зная детских игр и забав, вырастая в чудесном сне, сил набираясь во сне. То есть видите, как вот необычно рождение этого младенца, необычно его, можно сказать, первые дни жизни. Только он родился, его погружает в сон. Это, надо сказать, такой универсальный вообще образ. Его можно встретить в разных преданиях. В славянских преданиях тоже есть подобная картина. Когда один из богатырей хочет прийти на землю, его все, так сказать, укладывают спать. Там мать его, отец его, окружение его, все говорят спать, спать, спать. А на третий раз все-таки он решается прийти на землю, несмотря на все запреты. Но, тем не менее, этот сон особенный. В этом сне богатырь набирается сил. Боялись владыки если с верхнего мира ветер дохнет, проснется младенец, бед натворит. Из подземного мира потянет сквозняк, тоже добра не жди. Если среднего мира воздух густой ветром его обдаст, не оберешься хлопот. И еще к нему приставили 3 исполинов богатырей. Верхнюю сторону должен один от сквозняка затыкать. Нижнюю сторону должен другой от сквозняка затыкать. 3 должен был с боковой стороны ветру путь преграждать. Если в верхнем мире родится беда, если в нижнем мире вспыхнет вражда, если в среднем мире земном кровопролитие пойдет, то коль скажет Чингисхан, прикажет Дилга Тайон, Одунбиис повелит, Нюргун-Буатура освободят, чтобы злую силу он укротил, чтобы средний мир сохранил, защитил. То есть вот интересно, да, казалось бы, рождается богатырь невиданной силы. И все, дерзкий богатырь, он начинает дерзить, можно сказать, с самого рождения. И все опасаются, что от него беда случится. И в то же время, видите, если произойдут какие-то недобрые события в среднем мире, в верхнем мире или еще где-то, то повелители судеб повелят, чтобы освободили Нюргуна, чтобы он сохранил средний мир от бед.
Вот. Вот таково рождение и первые дни жизни Нюргуна Буатура Стремительного. Вот. Ну, Аланхо это целое, это вообще огромная вселенная, это огромный мир. То есть богатырский якутский эпос это огромный мир. Чтобы его понять, нужно глубоко вникать в него. Я, наверное, возьму выборочно, если вам интересно, пишите в комментариях. Там, я буду брать какие-то образы из эпоса и преподносить. Саму, вот как бы полностью проработать эпос, ну, это просто невозможно. Но какие-то интересные моменты я буду освещать. Благодарю вас за внимание. Приходите на мой канал, подписывайтесь, не забывайте, оценивайте видео. В следующем видео я хотел вам преподнести образ светлейшей якутской богини. Ну, можно сказать, что она не только якутская. Хозяйки Вселенной. То есть у Вселенной, естественно, есть хозяйка. Вот об этой хозяйке, о ее образе я вам расскажу в следующем видео. До встречи, друзья.